Здравствуйте, Ольга Валерьевна. Расскажите, пожалуйста, об ситуации в республике на сегодняшний день. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. На 1 декабря 2020 года на территории республики, это по данным Управления Роспотребнадзора, зафиксировано 216 новых случаев коронавирусной инфекции. Необходимо обратить внимание, что в столице нашей республики, в городе Якутске, зарегистрировано 114 случаев. Большое количество случаев зарегистрировано до 10 случаев в Мирнинском и Нерюнгринских районах. Также необходимо обратить внимание на достаточно высокий уровень зарегистрированных случаев в Алданском, Чарапчинском, Нербинском и Оленёкских районах. А работа по Оленёкскому району продолжается по одному из отдаленных населенных пунктов. По Нербинскому району это семейные контакты, по Чарапчинскому району это также семейные контакты, по Мирному, Нерингру и Алданскому району в большинстве это контакты, которые связаны с корпоративными встречами людей, и соответствующие меры относительно руководителей, допустившие подобного рода ситуации, будут приняты Министерством труда Республики Саха-Якутия. От 1 до 5 случаев зарегистрированы еще в 19 районах республики. Необходимо обратить внимание, что за последние сутки лабораториями республики сделано 1764 исследования на коронавирусную инфекцию. Это те исследования, которые производятся методом ПЦР. На настоящий момент также коронавирус выявляется на территории республики, особенно в арктических районах, методами ИХА и ИФА, что, соответственно, позволяет нам на настоящий момент и в том числе достигать и более быструю постановку подтверждения диагноза по новой коронавирусной инфекции. Говоря сегодня о ситуации, сложившейся на настоящий момент, необходимо обратить внимание, опять же, на тот факт, что главное сегодня для всех граждан республики является соблюдение тех правил, которые установлены указом главы Республики Саха-Якутия, как связанные с самоизоляцией, так и с ограничениями, которые вызваны режимом повышенной готовности. На настоящий момент перед органами медицинскими, перед медицинскими учреждениями поставлена задача подготовка к вакцинации от коронавируса, которая будет проведена, планируется ее проведение в декабре месяце. И, соответственно, по этой вакцинации, как мы уже и говорили, первоначальная эта вакцинация будет добровольной. Первоначальная будет проведена она среди групп риска. Это медицинских работников, органов социальной защиты, работников органов социальной защиты и граждан из групп риска в зависимости от логистики поставки, в том числе и от объемов поставки вакцин на территорию республики. Так же, как и вся страна, мы готовимся в том числе все к встрече и Нового года, и к проведению ряда праздников. Поэтому необходимо четко уже сегодня отслеживать и определять и сверять свои планы, исходя из режима повышенной готовности.